США о ратификации договора, всеобъемлющего запрещения ядерных испытаний, заставляет Россию пересмотреть свою стратегию ядерного вопроса ядерных испытаний. Российские войска на Сахалинском направлении сорвали и отразили 5 атак вооруженных сил Украины, в результате чего противник потерял 200 человек. Об этом агентство ТАСС сообщил начальник пресс-центра. Ну вот, ребят, привет. Первое утро, 9 октября. Спал хорошо, 2 раза вставал, подкидывал дрова. Было жарко, тепло. Не жарко, а тепло, потому что у меня двери были всегда всю ночь открыты. Вчера возился с радио, антенну поставил. Сейчас на улице темно еще, чтобы выходить. Время 5 часов утра. Чуть позже я вам покажу, какую антенну сделал. Хоть кое-что, хоть какое-нибудь радио послушать. Так что какие-то новости можно послушать. Всю ночь шел дождь, все сыро, вообще капает. Сейчас выходил за дровами. Не знаю. Сходим, все равно куда-нибудь сходим. Наверное, сперва схожу в сосновый лес. Там более-менее хоть чуть-чуть, ну как сказать, подсада меньше. И там побродим по болотистым местам, по ягелю. И после этого уже видно будет, что дальше делать. Но скажу вам, погодка, всю ночь шел дождь. Плащ придется одеть. Посмотрим. Что-то погода не очень радует. Я всю осень ждал дождя, чтобы уровень воды поднялось. Но вот во время охоты, когда приедешь и осенью дождь идет, это неприятно. Бывает осень такая дождливая, что вот весь сезон такие дожди. Все время в плаще приходится ходить. Ладно. Сейчас будем собираться и как посветлеет, где-то через часик уже выйдем в тайгу. Первый поход в тайгу сразу скажет, какая ситуация в лесу. Есть дичь или нету там. Сразу понятно будет. Даже и завтракать не хочется. У меня на завтрак вчерашнее яйцо есть, пожаренное дома еще. Наверное, это занесу. Немножко с хлебом съем. И все, пока хватит.
7 градусов сегодня. Плюс 7. Ну вот, рассвело наконец-то. Время без 26. Так вот. На. Ну, бля. Отпустил тулана. Одел плащ. Сейчас рябчик вон там свистел. Потихоньку вон так летит и свистит. В ту сторону уже улетел. Сейчас тоже поманю. Вот тут был рядом, пока я рюкзак собирал. Ну что, ребят, первый выход в тайгу. Посмотрим, как все будет. Буду снимать. Посмотрим, что есть в лесу. Дым с трубы идет. Вот. Рябчики вроде свистят с утра. Но один. Не скажу, что очень много их. Одного только вот слышу еще. Так, ладно, давайте сходим, потом все снимать, буду снимать, показать. Тулан работает, ребят. Замолчал. Там сосновый лес хороший. Надо сходить. Вижу я собаку, вон он. Вон белка там. Подозрение у меня. На макушке что-то сидит. Отсюда даже вижу сейчас. Блядь, непонятно, что он дает там. Хорошо. Хорошо лает. Непонятно кто. Я не увидел, ребят, никого. Может, где-то и сидит кто-то. Но я не вижу. Под деревом уже нахожусь. Ёпта, белка вон, ребят. Белка облаял. Ё-моё. Полчаса потерял. Вон белка. 60 рублей. Ну. Тулан, блин, достал. Вон белка. Я приблизить не могу, на экшн камеру снимаю. Вон она сидит. Чуть выше половины дерева. Белка. Шли. Обычно он так долго не лает, белок. Ребят, белка облаял. Белка там. Я у реки. С вчерашнего дня примерно 1,5 сантиметра вода пришла. Не больше. Чуть-чуть. Чуть-чуть пришла вода. Смотрите, ребят, сколько брусники. Не просто так я вам показываю. Вон. Кормовая база для птиц есть. И смотрите, по какой тайге я хожу. Тайга вообще великолепная. Именно для крупной птицы. Но примерно уже почти 2 часа идем. Ну, 1,5, грубо говоря. Ни одной птицы, ребят. Ни рябчиков, ни кополух, ни глухарей. Ничего нету. Нигде никого тулан не облаял. Очень много бегал. Сейчас вот он пришел ко мне. И сейчас попью чай. Вот это да. Не знаю. В дальнейшем как будет. Но начало не очень.
Обычно здесь одного поднимаем. Опять уже уходит. Очень далеко ходит, очень далеко. Приходит, меня обнюхает и снова куда-то. В одном месте видел, где он более кружил, что-то там нюхтил. Видно, что какая-то птица, ну, ходила по земле. Вот такие дела. Сейчас попью чай. Чай с термоса попью. Блин, такое место, сосновый лес, сорный лес как-то. Сорный лес с елками. Вон маховики, ребят, смотрите. Между прочим, они еще не замерзли. Да есть вон брусника для птиц. Самое то. Как раз. Редко здесь ягоды бывают, но в этом году они есть. А сейчас глухари пока питаются вот этими брусникой, остатки черники. Ну и скоро уже перейдут на этот. Любимые иголки, для них это тоже. Иголку очень любят. От сосны сейчас морс сделаю для себя. Вот так вот. Собираешь, закидываешь в рот и с чаем. Вон он. Тула. Где глухарь? Где глухарь, Тулан? Що ще було? Чай. Обедать рано еще. Ну все, вон. Все? Мы. Конна. Конна. Чукчис. Конна тарис. Включаться, ребят, буду по минимуму. Просто, чтобы не получилось так, что снимаю и никого нету там. Если кого-то увидим, конечно же, обязательно буду включаться. Попадет в кадр или нет, там все буду рассказывать. А так просто в холостую идем. Ну, пока тишина. Да, еще чуть не забыл сказать. Вот с утра обычно, когда выходишь в лес, я здесь не один. Здесь вот, скажем, еще в сторону 10 километров, там опять избушка. И там на каракатах уже охотники поднялись, они там охотятся. И по утрам, как обычно, выходишь из избы, начнешь идти, и слышишь выстрел где-то в одном месте, в другом месте. Но охотники ходят тоже. И Тула. Ну, все рассказал, показал. Ну, уйди, Тула. И сегодня выстрела вообще нету. Это говорит о том, что когда много рябчиков, стреляют. Ну, из ружья. Из мелкашки стреляют, ты их не слышишь. А когда из оружия, там, из гладкоствольно бахают, то слышно. По рябчику бьет и по другим птицам. А сегодня пока вообще тишина. Вон он, ельник мой. Так что я пойду сейчас дальше. Где-то взлетит кто, буду снимать и показывать. А сейчас дождик начинается, между прочим. В общем, такая сырая, гнилая погода вообще жесть. Устал? Нет? Бездельник. Устал? Смотрите, тут болотистое место. И видите, тропинка. Это старая тропа. И каждый год здесь есть переход у оленей. Ну, я не знаю, попадет в кадр или нет. Я установил вот именно на эту тропинку фотоловушку. Вот он. Вот.
Где-то недельку буду держать на этом месте. Потом, если никто не попадет в кадр, я отсюда сниму и уже на другое место поставим куда-нибудь. А пока вот здесь он будет, надеюсь, что кого-то он поснимает. Может, лиса попадет, олень или... Ну, медвежьих следов пока я не видел. Что-то их нету в этом году. Ладно, пусть снимает побольше кадров. Откликнулись рябчики. Там река. Сейчас схожу туда, может на березах они где-то. Может на почках кормятся. Короче, ребят, мы их не нашли. Где-то в этих деревьях они. Просто молча сидят, не взлетают, ничего, не подходят. Он куда-то туда уйдет. Такая погода, короче, не для рябчиков сегодня. Где-то, может, на елках. Не на березах. В общем, я не увидел ни одной птицы. Хотя их минимум 3 штуки тут. Наверное, в елках где-то сидят, спрятались от дождя. Не увидел я их, ребят. Другой раз. Без собаки как-то не спеша, спокойно. Нет. Не знаю, где они. Сейчас выйду к реке. Раньше тут у выдры тропа была. Сейчас, может, она есть еще до сих пор. Ух ты, затор тут небольшой. Так, где-то вот тут должна быть тропа. Да, вот она. Вот тропа. До сих пор еще есть вон. Там, короче, небольшая лужа. Ну, не озеро, ничего так. Ух, старая тропа. Она, знаете, вот прям глубиной где-то 7 сантиметров. Протоптана уже годами. До сих пор еще рабочая тропа. Сюда, если капкан на выдру поставить, сразу попадет. А рябчик там тоже свистит. Вот тут спускается он. Тык-тык-тык-тык-тык. И на речку. Прям большой-большой поворот, он напрямик идет. Здесь поле было, а сейчас все заросло. Все меняется. Да, небольшой завал тут. В принципе, можно пройти. Обычно я сюда на рыбалку, на лодку поднимаюсь. Ладно, пойду. Мы уже на СБ. Тулана посадил на цепь. Сейчас я его брать не стану. Немножко попью чай, покушаю и пойду один. Вроде рябчики немножко есть, но с Туланом пока ничего не получается. Пришли пустые. Подкину сейчас дрова. Хотя в избе очень тепло, хорошо. В общем, здорово. Немножко отсырел, но плащ помогает. Погода такая вот. Моросящий дождь идет. И я не знаю, что-то не очень. И птица не активная в эту погоду, в общем. Блин, рябчики есть, они свистят, не подлетают. И я их просто не нахожу. Как-то они сидят, как, ну, прячутся, и их не видно. Не знаю, сейчас попробую без собаки. Что-то получится, нет.
Это собака, конечно, первое время надо с собакой ходить. Разведать, где-то опасность есть, нету там медведи или еще какие-то. Но собака бывает на рябчика мало когда везет. Вот, ну, примерно так. Погуляли до обеда. Сейчас еще после обеда поброжу. Да, чуть не забыла антенну показать. Антенну до 10 вечера я еще возился, разбирал радио, что-то там. И вот проволока, алюминиевая проволока. Вот зигзагами туда повыше поднял палкой. И когда вот радио подключаю вот именно, ну, вот сюда, не в другое место куда-нибудь, а вот сюда, более лучше ловит. В избушке так себе, ну, можно что-нибудь да послушать. А здесь еще лучше. Может побольше палку этот шест срубить и повыше поднять. Попробовать еще так. Это у меня здесь такая вот, ну, 4 метра примерно палка. Но метров 10 надо палку. Ну, хотя бы 7 метров. И то. Вот сюда повыше поставим. Так попробовать. Эти дрова, знаете, вот с плесенью. Это нижние венцы менял. Хотя он смолистый, вот. А болонь весь прогнивший, сгнила. Тула, сиди дома, не гуляй. Вот видишь, сколько времени прошло, и дровышки еще есть. В принципе, вот так вот подкинем, и пусть клеят себя. Вот, немножко приоткрою. В первую очередь накормлю Тулана, ну и сам тоже что-нибудь съем. Колбаса есть, или можно суп погреть. Пусть покушает и спать ложится, отдыхает. Погрею суп, тарелку еще осталось тут, целая тарелка примерно. Я не помню, в прошлом году, наверное, начало, в принципе, такой тоже был. Как-то, в общем, с первого дня вроде ничего тоже не добывал. Вот. Первые дни силы есть, настроение есть и желание есть на охоту ходить. А вот там бывает неделю ты на охоте, потом ходишь, не везет, и настроение вот тогда начинает падать. Вот тогда уже все. Ну вот я пару раз ходил на охоту, ну, один раз с первой избы, и второй раз на хариуса рыбачить. В принципе, я там видел, и глухарей видел, кополух, и рябчиков прилично там тоже летает. Не, рябчики есть тоже. Тут не скажу, что лес пустой, ничего нету. Рябчики есть, но подождем погоды, потому что вот опять закапало, как бы с крыши вода идет, значит моросящий дождь. С погодой пока не очень. Хотя там всю ночь шел дождь, и вчера дождь был, и позавчера, и вода, не скажу, что-то стремительно быстро там прибывает, там 2 сантиметра за сутки. Это немного. Вот сейчас суп скушаю, чай попью и дальше на охоту. А там включусь. Короче, ребят, там рябчик. Здесь вроде самочка и там самец. Откликается, но не подлетает. Сколько уже свищу. Не хочет.
Сейчас откликнется. Отсел. Он далеко был. Подлетел, сел и свистит, не подлетает близко. Ребят, я не знаю, что произошло. Как-то свистанул, как будто я тревогу поднял. Там, оказывается, еще 3 штуки было. Шумом улетели от меня. Не понял, сам не понял. Не помню, как я свистанул. Пипец. Вот это да. Что-то новое для меня. Так свистнул, что вот тут, оказывается, на соснах 2 штуки я видел, улетели. И еще за спиной вроде как тоже рябчик был. Да, вот это да, ребят. Как-то, я не помню, как-то свистанул самкой. Все, короче, улетели. Там по пути один рябчик свистит, еще отозвался. Пойду на небо. Надоело свистеть. Опять дождь начинается. В общем, ветер поднялся. И дождь. Короче, иду дальше. Ох, как далеко улетел. Ребят, попал на улетел далеко. Ох, бля. Подранок. Вот, блин. Он 100% упадет. Не знаю даже, как ориентир брать. Пойду поищу, конечно, но вряд ли найду. Очень далеко летел. Так, сосна вон там. Для ориентира большая сосна. И еще пикировал так. Иголку 100 щена, ребят. Иголку 100 щена. Примерно вот эти сосны. И он от этих сосен еще вот так пикировал. Ой, далеко улетел. Зря даже я иду туда. Вот так, ребят. Потерял рябчика. Ну, с этим ничего не поделаешь. Первый выстрел такой. Попал, но не убойный такой вот. Получился этот. Рано. Вроде нормально, не спеша прицелился. Случайно я его заметил. Но где тут найдешь? Бывает, так пройдешь, и он под ранком еще бежит. Или слышно, как он пищит там, когда он бежит. Молча они не бегут. Бесполезно. Сейчас я схожу дальше. И сюда еще буду возвращаться. Пройдусь еще. Ну, так получилось. Немножко огорчен. Как-никак 2-й день уже в лесу. И без добычи. Так. Надеюсь, даже на выстрел хлопок такой был слышен. Попал я. Но он резво летел, резво. Или в зоб попал. Или в зоб попал я, или же наоборот. Ниже туловища где-то вот.
пошла пуля. Нет, не бесполезно искать, ребят. Если только случайно так попадешь. Откликнулся рябчик. Иду по ельнику. Не из приятных, конечно, тут места. Ничего не видно издалека. Вон там. Не подлетает. Сколько рябчиков сегодня не свистело, никто не подлетает. Короче, подкрадываюсь я к нему вон тут, в ту сторону. Еще думал, там метров 50 подойду. А он уже здесь, оказывается, справа, вот тут. Ну, вот, видите? Я видел, как он мелькнул, улетел. Перехитрил меня вообще. Где-то он там сидит, не подходит. Бесполезно. Что за день сегодня? Вот так свистят. Не подлетают ни в какую. А там больше нету, только один. Вот оказывается, он ко мне тоже подлетел, но я не услышал звук крыла. Что-то впереди, блядь, так ломануло. Немножко даже ух, не по себе. Или дерево свалилось, или как будто с ревом что-то. Было никак не могу понять. Так уже метров 30 иду. Сейчас отключился. Бля, под сад ничего не видно. Как будто мелкие сучья поломалось и такой губ, я не знаю, как будто рев какой-то был. Хрен пойми. Или так получилось, что дерево свалилось, похоже на что-то непонятное, блядь. Если найду свежеупавшее дерево, успокоюсь. Нет, так я не знаю, что и думать. Ну, примерно в этом месте что-то было. Не знаю, ребят, что и думать. Один из запоминающих моментов. Фиг знает. Но было страшно. Опять испугался, блин. Слышали бы этот грохот. И самое главное, непонятно что, как будто с ревом что-то было. Уф. Да. Если, скажем, лось так ломанется, его слышно далеко еще. Как он с хрустом бежит, ломает все подряд. Не знаю, ребят, что и думать. Иду дальше. Вот он, ребят, медведь. Вот он, что меня напугало, ребят. Вот. Оно все сухое. Вот это и сломалось, упало, блин. Я говорю, такой вот грохот сухих ветвей было.
И такой вот звук чего-то падения. Я подумал, что это зверь, честное слово. Нет, ребят, это вот это. Да, вот щепки еще сухое еще. Вот это меня и напугало. Я вон туда на горку поднимался, а вам еще включался. Спустился и увидел вот этот. Фу, блин. Вот это да. Хе. С грохотом таким. Ну, короче, честно, не обманывай. Я немножко даже испугался. Паники не было, но надо идти вперед. Всякое бывает в лесу. Самое главное, такое дерево, чтобы на голову не упало. Сушина, какая хорошая елка. Между прочим, прямослойная. Не скажу, что очень косо идут эти. Да, надо же. Ой, блин. Сейчас хоть, ребят, успокоился. Но, наверное, лицо у меня бледное было там. Стоял, в руках держал ружье. Как быть? Надо идти, а там шум, гам. Это да. Пипец. Когда солнца нету. И когда вот по таким ельникам, под сад, ельник. Когда по березовым, по яголю идешь, блин, такое вот чувство страха и не ощущаешь. А в таком месте никакого настроения нету. Ой, блядь, смешно и я не знаю. Хоть плачь, до того неприятная ситуация она. Ай-яй-яй. Там еще второй. Одного сбил. Есть. Упала. Так, надо отметить. Вот тулан услышал. Тулан залаял, ребят. Надо собрать рябчиков. Этот вертикально упал прям, ну, смертельно попал. А второй чуть-чуть левее. Сейчас сперва надо это найти. Так, где-то он тут. Главное, ориентир не потерять. А вон он. Вот один. Хорошо попал. Самец. Ну и там где-то еще второй должен быть. Ой, блин. Недалеко друг от друга. Да, нашел, ребят. Вон и второй. Вот так вот. Два рябчика, ребят, попал. Наконец-то с добычей. Ну вот, ребят.
Открыли сезон промысла на нашей второй избе. Добыл 2 рябчиков. Первого подранил. Как бы я чуть-чуть, наверное, ниже взял. А в этих я уже прицелился нормально так. Ну, все хорошо. Начало есть охоты. Начнем с малого. Вон они. Красавцы. Я недалеко от избы уже. Но так вот добыл рябчиков и еще, наверное, часик-другой погуляю. Сразу к избе не пойду. Хотя уже недалеко был. А я, ребят, так и не рассказал, как все это дело было-то. Я шел, и от меня рябчик взлетел и полетел так по пути. Я, короче, иду, уже начал смотреть, где, что. И увидел, как он просто сидел уже, как бы, знаете, вот когда ты мерзнешь, вот так укутываешься и сидишь. Он так тоже вот сел и сидит на ветке там. У меня подозрения вообще не было, что там 2 штуки их. Вот бахнул одного, и от выстрела второй еще выскочил и перелетел на другое дерево. В стороне другой был. Ну, в общем, вот так получилось, спонтанно. Когда манишь, идешь, блядь, ничего не получается. А вот так, иду тупо, уже никакой надежды, и на тебе. Ну, как сказать, с добычей что еще? Больше добавить нечего. Идем дальше.